Как машины и компьютеры стали умными, какие задачи может решать искусственный интеллект сейчас и как он будет выглядеть в далеком будущем. У учеников 7 класса Аль-Юртовской гимназии есть возможность пройти все этапы создания алгоритмов на примере беспилотного автомобиля. Ориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Искусственный интеллект и машинное обучение – это уже не фантастика, а наша реальность. Ответить на вопросы из этой области ребята могут в формате небольшой видеолекции. Это искусственный интеллект предлагает вам посмотреть подходящее видео на YouTube и сражается против вас во всевозможных играх. Он помогает людям везде – в спорте, науке, искусстве, промышленности, финансах, рекламе. Закрепляют полученные из лекций знания уже в формате интеллектуальной дуэли. За право первенства борются две команды – программисты и искусственный интеллект. В начале семиклассникам предстоит назвать максимальное количество слов, связанных с информатикой. После разминки вопросы посложнее. Исмаил Миржоев из искусственного интеллекта отвечает на них просто и быстро. Однако для победы этого оказалось недостаточно. Конечно, интересно, но мы, к сожалению, в этой игре проиграли. Команда дружно работали все. Один писал, все помогали. Конечно, не успевали писать, но все-таки мы более-менее справились. Не просто теория, но и практика. Попробовать себя ребята могут и на онлайн-тренажере. Задания разделены на 3 уровня – для начинающих испытателей, опытных специалистов и закаленных профессионалов. На тренажере школьникам предстоит пройти все этапы карьеры в сфере Data Science и самостоятельно создать алгоритм для беспилотника. Перед вами открывается задание, которое вам придется сегодня пройти и получить по окончании сертификаты. То есть это у вас будет... Вы должны написать свои первые программы. Пока одни ребята пытаются вникнуть в условия задания и выбрать правильное решение, Бисмилля Смиева уже справилась с условиями онлайн-тренажера раньше всех. То ли опыт прохождения тестов сказался, то ли внимательность и любознательность на уроках информатики. Я смогла почти все задания. Конечно, немногие у меня не получались, но я потом поняла мои ошибки и исправила их. Установить такую программу, которую она будет выполнять, и правильно ли ты ее установишь. То есть для любого существа нужна какая-то программа, для робота или вот. И мы сегодня устанавливали, и мне было очень интересно. Возможность написать свою первую программу, или, говоря языком программистов, покодить, Софият Аушева решила не упускать. Девочке всего 12, и она еще не решила, кем станет, когда вырастет. Но уверена, что такая практика ей пригодится в будущем. Задания были несложными, но из-за интернета чуть-чуть не удавалось это сделать. И все равно было очень интересно. Урок цифры в стране проходит уже 3-й учебный год подряд в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В нашей же республике такой формат занятий начали тестировать только в этом году. И, как говорят организаторы, весьма успешно. Я считаю, что дети немножко отвлекаются от тех занятий, которые у них повседневно бывают, и уже ознакомливаются больше с будущим. То есть будущее. Информационные технологии на сегодняшний день очень популярны, очень развиты, и считаю, что дети должны больше ознакомливаться именно с информационными технологиями, больше работать за компьютерами. За 2 года существования проекта к цифровым урокам успели обратиться более 25 миллионов раз. Проект охватил все 85 регионов страны. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.